Сегодня уже 1432 день оккупации Крыма. Первое, что сделали российские оккупанты, это ликвидировали все демократические свободы, которые существовали в Крыму. Количество обысков, оно стало таким будничным, почти ежедневным. Уже люди там ожидают. Вот, как правило, у них обыски проводятся рано утром, в 6-7 утра, и вот к 9-10 часам утра люди говорят, ну, значит, сегодня уже обыска не будет. Там вообще-то, конечно, в Крыму преследуются все, кто выступает против оккупации. Но так получилось, что коренной народ однозначно заявил, что не признает и не будет признавать оккупацию. Что делать? Во-первых, стараться выводить Российскую Федерацию из всех структур, в которых она до сих пор представлена. И не принимать обратно до тех пор, пока без всяких условий не будет возвращена территория Крыма и оккупационные войска не уйдут с территории части Луганской и Донецкой областей. Продолжать усиливать санкции. Ни в коем случае их не уменьшать. Приближается чемпионат мира по футболу, который будет проходить в Российской Федерации. А если многие страны проигнорируют, это не будет серьезным ударом по имиджу России. Или приближаются выборы Путина. 18 марта специально выбрали день так называемого присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Признать эти выборы будет аморально. После оглашения списка Госдепартаментом США надежда людей, находящихся в оккупации, увеличилась на то, что справедливость восторжествует. Конечно, очень сложно слышать о том, как некоторые политики в Евросоюзе спекулируют на нехватку денег на содержание ПАРЕ, на то, что нужно иметь взаимоотношения, продолжать с Россией, и легче будет о чем-то договариваться. Мне кажется, памяти у ряда политиков Евросоюза память ослабла.